Привет, YouTube! Это рубрика «Шах и мат». Рубрика, в которой мы расскажем о том, как Церковь Христова должна относиться к самым щепетильным темам этого мира и о том, как ученики Христа должны себя вести вне зависимости от любых обстоятельств этого мира. Ну что ж, погнали! Привет, YouTube! Мы сегодня с вами, мы опять здесь, рады вас всех приветствовать. Сегодня мы будем продолжать нашу прекрасную рубрику, подрубрику, которая называется «Преодолею все». У нас в гостях наш любимый гость Денис Швидко. Хотели бы затронуть какую-то очень неоднозначную тему. Немножечко делали исследования в интернете, и удивительнейшим образом, оказывается, даже не все христиане понимают, что такое похоть, зачем она, и поэтому сегодня хотелось бы поговорить о похоти. Что Писание говорит о похоти, или есть ли какое-то конкретное определение у слова похоть? Ну, я думаю, стоит начать с того, что все-таки многие люди, они путают и все в одну кучу скидывают, все в одну корзину накидывают. И даже правильное и, можно даже сказать, хорошее, божественное влечение сексуальное они называют похотью. Мгм. Потому что похоть это все то, что извращено. Похоть это все то, что вне закона. Похоть это все то, что вне контекста Слова Божьего, это все то, что вне рамок Божьих установлений, Божьих границ. Вот все, что переступает Божьи границы, все, что в глазах Бога беззаконно, вот это он называет похотью. А на самом деле, когда мы говорим о сексуальном влечении, сам Господь создал человека с этим сексуальным влечением. А люди, которые занимаются гормонами, они выделили особенный вид гормонов, которые они обозвали сексуальные гормоны. То есть это все то, что внутри человека бурлит, и оно побуждает его или притягивает его к противоположному полу. Это Богом заложенные физиологические вещи, потому что когда Бог создавал Адама и Еву, Он создавал их как двух людей, у которых будет влечение. И причем это влечение духовное друг к другу, это желание вместе духовное время проводить. Это влечение душевное, когда люди наслаждаются просто присутствием друг друга, слушая друг друга, изучая друг друга, скажем так, образно, и наслаждаясь этим временем друг с другом. Вот это вот третья сфера нашей жизни, это физическая сфера жизни. Это когда люди, они друг по отношению к другу проявляют любовь в нежности, там это объятия, поцелуи, и все это заканчивается сексуальными отношениями. Но Бог это создал для семьи. Он это приготовил для семьи. И это только в контексте семьи, в глазах Бога звучит правильно. И вот когда это вне этого контекста, это когда нарушены границы, когда человек налево-направо, он смотрит, он говорит, он занимается вещами, которые вне вот этого контекста, когда это для тебя и для твоей жены, для Мгм. единственного человека в твоей жизни. Когда ты это расточаешь направо-налево, то в глазах Бога это грех, и это то, что называется похотью, если мы говорим о сексуальной похоти. Потому что есть похоть также, она связана с обжорством, она связана вот Мгм. с любыми вещами, когда человек, он просто, он ненасытный становится, ему всего мало. Написано, что вот обжорство, да, то есть прям такое слово объедение. То есть когда человек не просто ест для того, чтобы там свои, Выстрелить. траты какие-то восполнить. Он просто ест и предела этому нет. Это тоже похоть. То есть Мгм. похоть, она может в разных вещах проявляться. Это любое действие, когда человек переступает через определенные здравые границы, через Божьи границы, через границы, которые прописаны в Писании. Поэтому, если мы говорим сегодня о сексуальной похоти, и мы должны понимать, что есть сексуальное влечение, Мгм. это физиологически самим Богом вложено для того, чтобы это стало апогеем вот физических отношений, физической любви мужа и жены. И это Богом было сделано. И Бог однозначно почитает брак, Он почитает сексуальность человека, Он не против этого, потому что это им создано. Людям не надо стесняться, например, в браке вообще, ну, скажем так, этого слова в браке. Я как-то слышал от какого-то человека, я с ним очень согласен, мне очень понравилось это определение сексуальности. Он говорит о том, что сексуальность и вообще вот сексуальные отношения, интимные отношения, это как клейкая лента наподобие скотча.
которая склеивает отношения, которая Богом создана для того, чтобы отношения становились близкими, для того, чтобы отношения между мужем и женой склеивались. Мгм. И поэтому так важно, например, когда люди бездумно женятся, разводятся, или, например, они с юношеского возраста, они злоупотребляют этой темой, и они начинают вести активную сексуальную жизнь, вообще, то есть они начинают сексуальную жизнь до брака, неважно, активную или один раз, они недооценивают одну такую важную штуку, что это клейкая лента, это как, знаешь, на картонную коробку один раз наклеил, и она будет ее очень круто держать. Но Мгм. как только ты ее оторвешь с этой коробки, попытаешься снова этот скотч использовать, там уже не будет такой силы в этой Мгм. клейкой ленте. И это так важно понимать, что сексуальные отношения — это та самая склеивающая сила, божественная, которая помогает людям становиться по-настоящему одной плотью. И М. когда человек, он пренебрегает Божьими установлениями, а Бог изначально это предназначил только для жены и для мужа. Вот когда люди это пренебрегают, а у нас сегодня вообще век пренебрежения. Люди вообще всем пренебрегают. Особенно многие юные люди, подростки, они же самые умные. Они же все знают, они все видели, они все изучали, они наслушанные, продуманные, осознанные. И беда, Проработанные. да-да-да, и беда в том, что чаще всего люди умнее Бога. И когда их назидают, например, им говорят, что не вступайте в сексуальные отношения, не вступайте в интимные отношения до брака, это разрушит вашу судьбу, это разрушит ваше будущее. Многие молодые люди, они просто это игнорируют. Во-первых, проблемы потом на физическом уровне, потом второе, проблемы на ментальном уровне у многих возникают. Вот эта вот зараза, сексуальная похоть, она потом цепляется к человеку, и вот он потом уже живет со своей женой, а думает о других женщинах. И некоторые Мгм. скажут, да, что в этом такого, ну он же там кобель, да, там он там производитель. Если ты так к мужу к своему относишься, если для тебя нормально, что у тебя муж, который, во-первых, ты о нем сама так говоришь, или ты ожидаешь, что у тебя такой муж будет, но это печально. То Мгм. есть, конечно, мы хотим, чтобы у нас в семьях не какие-то кобели были, а чтобы у нас были люди Божии. А люди Божии — это люди, которые чтят Писание, это люди, которые чтят Божьи границы, это люди, которые чтят установленное Богом, и для них это важнее всего, что сегодня этот мир навязывает. Но если посмотреть на сегодняшний мир — это просто одна какая-то сплошная беда. Дети с подросткового, какой там, с детского возраста, они вовлечены в эту сексуальную нечистоту. Все начинается с каких-нибудь милых картинок, как им кажется, кто-то там из взрослых, ну, таких, знаешь, там, как им кажется, Ага. безобидных картинок, которые им там взрослые друзья или там в школе какие-то, даже не знаю, как их называть, одношкольники, они им показали эти картинки. Потом он начинает уже сам искать там в своем гаджете. Потом у него воспаляется мозг, он начинает сам жить в этих фантазиях. Потом он просто вот, ну, на самом деле превращается в это животное, которое просто готово кидаться на все возможности, там, какие ему там, извиняюсь за выражение, этот мир предоставляет. Это печально. И это реальность этого мира. Вот Мгм. вообще интернет сегодня, он как раз-таки, он самый главный огонь, который подпитывает эту похоть. И с одной стороны, интернет — это очень нейтральная штука. Все зависит от того, как ты его используешь. Мгм. Интернет может быть благословением, огромное количество ам, информации, огромное количество, ты там можешь чему-то обучаться. Это способ, это инструмент для того, чтобы тебе в том числе духовно расти. Там можно Библию изучать. То есть то, что раньше мы там закидывали себя огромным количеством книг, сегодня мы пришли к тому, что просто в поиск вбиваешь, и там уже и искусственный интеллект подключается, и все поисковики подключаются, тебе все находят, всю информацию. Причем достаточно правдивая Адекватно. информация, да, ну, но тоже надо думать. Проверяйте Будет чат GPT однозначно, он будет однозначно. дурить человечество, будет дурить людей, потому что все-таки он создан каким-то человеком. Возвращаясь к нашей теме, интернет, он нейтральный, как его люди используют. И вот когда однажды человек попадает в эту похоть, в сексуальный грех, это все начинается с мыслей. Потом интернет, к сожалению, становится таким вот местом, который поджигает или снова и снова, Воспаляет. да-да-да, он воспаляет эту похоть, он подкрепляет ее. И потом люди, например, к 20 годам, есть понятие такое там алкозависимые,
наркозависимые, ну, сейчас есть лудоманы, да, там, игрозависимые, а еще и порнозависимые теперь существуют. То есть это люди, которые с этой похотью ничего не делали, со своими идеями ничего не делали, со своими взглядами ничего не делали и в беде сегодня оказались. Конечно, что ты ожидаешь потом от этого человека, когда он вступает в брак? Что он будет хранить верность? Ну, так себе история. Что ты ожидаешь? Что он будет одну эту прекрасную женщину любить единственную? Нет, конечно, он будет постоянно кого-то представлять еще в голове. У него будут постоянно какие-то идеи, там, номер 2, номер 3, вариант номер 18, да-да-да. Такая тема, Даш, на самом деле очень большая, гигантская тема. И это такой большой пласт жизни вообще всего человечества сегодня. И люди они не понимают до конца, что сегодня как будто бы портал в аду открылся, определенный, и оттуда просто вот потекла вся эта информация доступная, которая загаживает умы человеческие. Это приходит как такие какие-то картинки, да, например, от старших в школе, а заканчивается все тем, что люди изменяют друг другу, люди пробуют разного рода странный вообще секс, о чем Писание говорит, что это извращения все различные. Люди начинают попадать в насилие, сами кого-то насилуют. И это просто безумная вот такая вот грязь, которая как поток неостановимый, он просто сегодня льется на человечество. И люди не знают, что с этим делать на самом деле. Сначала прикольно, сначала игра, а потом ты понимаешь, что это зависимость. Потом ты понимаешь, что ты по-другому с людьми не можешь общаться, ты разговариваешь с человеком с нормальным, а видишь его голым. Или ты оцениваешь там каждого человека. Вот эта вся штука, тем более в церкви, это штука, о которой стоит говорить. Это штука, которую стоит разбирать, о ней стоит размышлять, смотреть, что Писание об этом говорит. Смотреть, как Писание нам предлагает с этим поступать и к этому относиться. Сразу первое место Писания, Евангелие от Матфея в Нагорной проповеди. И Иисус говорил про супружескую верность или про супружескую неверность. И интересно, что 10 заповедей, которые были даны как божественные границы для своего народа. На самом деле Иисус никогда их не отменял. Многие говорят, да там Иисус отменил эти 10 заповедей, он их там нивелировал, умолил, там он одну большую заповедь оставил, мы любили друг друга. Ну да, там еще любите Бога, любите друг друга. Люди, они упрощают вещи, которые уже были объяснены Богом. И вот, например, там первые 4 заповеди, там все, что касается моих отношений с Богом. А остальные 6 заповедей, начиная с 5 заповеди, там, почитай отца и мать, и понеслось. Там вообще об отношении между людьми. Да. И вот как раз 7 заповедь, то, что здесь Иисус цитирует, не нарушая супружескую верность, это заповедь, которая была дана Богом для того, чтобы семья была семьей, а не стадом животных. Для того, чтобы семья отображала славу Божию, для того, чтобы в этой семье были благословения, а не проклятия, для того, чтобы эта семья была здоровая, а не больная, для того, чтобы эта семья воспитывала здравых или детей, которым они передадут что-то в багаж святое, славное и, скажем так, чистое, они направят детей своих на какой-то странный путь и будут потакать в их похотям потом этим детям. Давай вернемся к Иисусу. Здесь написано, вы слышали, что было сказано, не нарушай супружескую верность. Иисус говорит такие слова дальше. Я говорю вам, что тот, кто лишь смотрит на женщину с вожделением. Что значит с вожделением? Это вот как раз таки с похотью, с сексуальным желанием. Он начинает ее представлять. Да-да-да, он начинает там думать о ней, он видит ее там раздетой, без одежды и т.д. и т.п. Но здесь Иисус говорит, даже если ты таким образом относишься к человеку, то ты уже нарушил супружескую верность в своем сердце. И дальше он говорит, если твой правый глаз влечет тебя к греху, вырви его и выбрось прочь. Лучше тебе потерять часть тела, чем всему телу быть брошенным в ад. Если твоя правая рука влечет тебя к греху, то отсеки ее и брось прочь. Лучше тебе потерять часть тела, чем все твое тело пойдет в ад. Тема-то на самом деле очень сложная, но даже она не столько сложная, сколько она для многих людей неприятная. Они не хотят пускать кого-то вот в эту сферу. Они говорят, это мои личные границы, что хочу, то и думаю. Что хочу, там, то и воображаю в своей голове. Но Иисус очень четко здесь проникает через эти границы, и Он говорит, если ты таким образом помышляешь,
то ты причисляешься в какую-то категорию, в какой-то список людей, которые уже грешат в своем сердце. И они грешат против как раз-таки заповеди не прелюбодействия. Когда читаешь послание апостола Павла, когда читаешь послание Петра, когда читаешь Евангелие, все слова Иисуса, когда ты видишь, как они говорили, что они говорили об этой теме, категорически это люди, которые говорили: воюйте с этой похотью, боритесь с этой похотью, преодолевайте эту похоть и делайте все для того, чтобы от этой похоти освободиться. Конечно, если ты, например, сейчас спросишь, а что нужно делать для того, чтобы от похоти освободиться? Или не спросишь? Спрошу, конечно. Спрошу. На самом деле, конечно, многим людям даже и диагнозы не надо выставлять. Они сами знают свои диагнозы. Что людям тыкать в их грехи или там говорить, что это цветок зеленый, когда это очевидно? То есть у человека разрушенная жизнь, у него разрушенная сексуальная жизнь. Этот человек там потерял, может быть, семью, или у него просто проблемы с разного рода вовлечением в сексуальный грех, разного рода трудности с сексуальным грехом. Что ему просто говорить о том, что он грешник? Он и так понимает. И он спросит или задаст вопрос, а что мне делать? И это самый лучший, самый здравый вопрос, который человек может задать. Конечно, я могу сказать так, что если этот человек христианин, то ему необходимо для того, чтобы получить прощение и для того, чтобы обрезать свое прошлое от себя, ему необходимо свои грехи исповедать, покаяться в них. Исповедание – это признать, что это грех. Это признать, что в глазах Бога это преступление, и я делал неправильно. Дальше я разворачиваюсь от этого. То есть я делаю осознанное решение больше в этом не находиться, не пребывать. Потом есть еще такая часть исповедания или покаяния. Это когда ты приводишь в порядок сделанные неправильные вещи. Например, у тебя где-то там постеры были, да, там ну, сейчас такого уже нет, но Ну я да. иногда на шиномонтажку приезжаю, там еще у кого-то есть, висят все эти постеры. Может быть, ты смотрел в гаджетах что-то, может быть, у тебя есть люди, с которыми ты был вовлечен в этот сексуальный грех, ты знаешь об этих людях, может быть, ты до сих пор там переписываешься с ними, общаешься с ними. И это классно, например, когда до тебя доходит вдруг, что ты же не просто один грешил, ты с человеком грешил. И ты осознаешь, что ты грешил, и ты просишь у него прощения за это. И это нормально, например, когда люди, они были вовлечены в блуд, они были вовлечены в какие-то сексуальные отношения, потом человек обращается ко Христу, и он понимает, что мне нужно с этим человеком привести жизнь в порядок и покаяться перед ним. Это первое. И, наверное, это самое трудное. Это же такие цепкие грехи. И так важно, чтобы был какой-то человек, который будет свидетелем твоего покаяния, который еще за тебя помолится, тебе послужит. Но людям так страшно это открыть и так страшно это вынести в свет, что они все равно это оставляют для себя. Но вместе с этими старыми грехами, да, некоторые говорят, что мне Бог не простил, что ли, вот я принял Христа. Да, Бог простил. Но, к сожалению, из-за того, что вот эти вот грехи не исповеданы, человек как будто бы вместе с этим грехом оставляет страхи, чувство вины, чувство стыда, чувство неполноценности. Ему дьявол каждый раз говорит: а помнишь, кем ты был? А помнишь, что ты делал? А помнишь, на что ты смотрел? Смею А напомнить. Он постоянно напоминает, потому что это клеветник братьев наших. Он будет постоянно находить какой-то повод, чтобы тебя каким-то образом оклеветать. И поэтому многие христиане, они безвластные, у них нет дерзновения, они так никогда и не входят ни в какое служение, потому что вот это чувство стыда, вины, страха, оно никогда тебе не даст дерзновенно стоять перед Богом и служить для Бога. Поэтому самое классное, хочешь свободы от похоти, начни, первое, исповедуй свой грех. Просто осознай, покайся в нем, то есть развернись от него, сделай это осознанным образом, потом приведи в порядок свою жизнь. Просто вот люди, с которыми, может быть, ты занимался этим сексуальным грехом, попроси у них прощения, развяжись с ними. Если это было у тебя на гаджетах, если последствия этого греха где-то осталось все в твоей жизни, все это заблочь, вычисти, выкорчу это из своей жизни. Второе, конечно же, апостол Павел говорил всегда так: худые сообщества развращают добрые нравы.
Факт. Это факт. Вспомни, сколько людей приходило в церковь, и они приходили, они говорили: вау, Бог благ, все, я за тобой пойду. И что они делали? Они возвращались к своим старым друзьям. И они говорили: ты что, тебе башку промыли, ты там в секту Сектант. попал, да. Да. Все, это же одна и та же схема везде. Или там начинается, ты там Бога предков предал, ты... И начинают этого человека упрекать, что он не в ту церковь пошел, или вообще ему не в церковь надо было идти. Куча всего. Мы все знаем все эти истории. И что происходит? Человек как будто бы боится мнения этих людей, он боится отлепиться от них. И он зависим от этих людей. А эти люди втягивают его обратно в тот образ жизни, в котором они сами живут. В послании Петра написано, что так интересно там сказано, что многие, кто уверовал, они ненавидимы своими старыми друзьями, но это я перефразирую, они ненавидимы своими старыми друзьями, потому что отказываются делать те же самые постыдные вещи, в которых они некогда все вместе жили. Первое, я покаялся, я исповедовал, я открыл это, может быть, служители за меня помолились. Вторая вещь, важно разобраться со своим окружением, потому что окружение тебя сделает, и ты будешь похож все равно. Как бы ты ни крутил, если у тебя похотливые друзья, ты будешь подобен им. Если постоянно похотливые какие-то анекдоты, если постоянно какие-то похотливые разговорчики, ты будешь все равно рано или поздно об этом, во-первых, думать, во-вторых, ты начнешь говорить те же самые вещи. Поэтому важно, кто тебя окружает. Если ты стал Сыном Божьим, ты стал христианином, вовлекайся во всей полноте в общение с Божьим святым народом. Иди к людям, которые, может быть, они сами прошли что-то в своей жизни, у них есть определенный результат, они тоже преодолевали такую же похоть, как у тебя. Просто иди к этим людям и говори: ребят, я хочу общаться с вами, я хочу быть похожим на вас. Ну, можно об этом не говорить, просто по умолчанию делай правильные вещи, потому что с кем ты общаешься, на того ты рано или поздно будешь становиться похожим. Третье, похоть, она же внутри, она же здесь рождается. Вообще послание Иакова говорит, что похоть, она вот здесь появляется в мыслях, и она зачинает грех. То есть она тебя толкает на какие-то вещи. Поэтому если ты будешь понимать вот механизм, как эта похоть работает, сначала мысли, фантазии, потом слова, потом ты начинаешь таким образом поступать и таким образом жить. Люди же, они не рождаются блудниками. Ну, в плане того, что они не рождаются с такой идеей, там, вот я... Вырос черным ловеласом. Не знаю, конем-осеменителем, да? Никто же так не говорит. Да. Все хотят хорошую семью, все хотят нормальных отношений. Но вот эта похоть, она извращает мозг. И когда человек вырастает, он из-за этой похоти он становится извращенным внутри. Вот это извращение и все, что потом люди реализуют в своей жизни. Кто-то насилует детей, кто-то вступает в гомосексуальные отношения, у кого-то просто извращенное мышление, ему там по нескольку актов надо сексуальных в день, там он ненасытимый, как ты просто не понимаешь, что происходит с людьми. Но это все из извращенного мозга идет. Первое, мы исповедовали грех, второе, мы с нашим окружением решили, да, мы окружили себя святыми. И третье, это уже получается, ты начинаешь что-то делать с мышлением. Чистить мозги. Да, как чистить мозги? Ну-ка давай. Единственное, знаю, Словом Божьим. Все. Конечно. Нет других вариантов. Вообще нет других вариантов. Когда я только уверовал, читал Филиппийцам 4 главу, и там написано, о чем надо помышлять. О том, что чисто, любезно, достославно, добродетель, похвала. Я когда это все читал, думал: Господи, вообще точно не понимаю. И что мне делать? Да, все мимо. Я просто помню тогда это место Писания. Я каждый день утром, когда молился перед работой, я каждый день этим местом Писания молился, чтобы, Господи, мне сегодня помышлять, и понеслось в том, что чисто, честно, о том, что любезно, достославно, добродетель, похвала. Да. То есть ты начинаешь все эти вещи уже фильтровать, ты начинаешь понимать, что есть какая-то часть твоего мышления, которая нуждается в изменении. И ты делаешь какие-то первые шаги. Ты начинаешь вместе со Словом Божьим смотреть, что говорит об этом Слово Божие, вместе со Словом Божьим решать свое мышление. То есть ты начинаешь что-то менять в своем мышлении. И, конечно, если, например, я 20 лет, ну, там, все в разное время пришли ко Христу, но мы сколько-то лет, мы жили вот в этих похотях, мы жили в этих мыслях, мы жили в этих фантазиях, в этих мечтаниях. Не настраивайтесь на то, что это будет легко за один день. Там какой-то человек помолился, сказал: во имя Иисуса Христа, будь свободен от старых мыслей, пусть новые мысли приходят в твою голову. Апостол Павел, давайте прочтем, мне очень нравится это место Писания. Апостол Павел как раз говорит про
про мышление здесь. Это 12 глава послания римлянам. Здесь написано: «Умоляю вас, братья, ради милости Божией, принесите ваши тела в живую жертву, святую и угодную Богу». Когда здесь многие слышат жертва святая, живая, святая и угодная Богу, им кажется, что это надо что-то служить, что-то делать для Бога. Но жертва начинается с того момента, когда ты ежедневно начинаешь изучать Писание. Это уже жертва. Это уже для твоей плоти что-то невыносимое, потому что Библия говорит: плоть противится духу. И вот здесь написано, дальше 2 стих: «Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но преображайтесь, обновляя ваш разум, чтобы вы сами могли постигать волю Божию, благую, угодную и совершенную». Только изучая Писание, только размышляя над Писанием, мы позволим нашему мозгу освобождаться от старого образа жизни и преображаться в новый, совершенно в новый разум с совершенно новыми идеями, совершенно новым мышлением. Только работа, ежедневная работа, кропотливая работа над Словом Божьим. Ой, видит Бог, сколько я перелопатил, тогда не было таких чудесных технологий, да, для изучения Писания. Но была симфония, была Библия. И то симфонии у меня не было в первый год. Я у кого-то занимал каждый раз. Это вообще такая книга, я когда ее первый раз увидел, думаю: да ну, кто этот человек, который все слова просто собрал по алфавиту, и там любое слово, которое в Библии встречается, можно найти это слово и увидеть, где оно в Библии встречается. Я в шоке был. А сейчас технологии нам позволяют очень легко находить любую тему, очень легко эту тему изучать. В то время я До сих пор твою синенькую да-да-да, симфонию помню. листал сначала по симфонии, потом листал по Библии, потом брал ручку, потом вот такие тетради были. Это даже не общая тетрадь, какие-то такие здоровенные рабочие тетради были. Вот, и я прям по темам выписывал все то, что я хотел, чтобы поменялось в моей голове. Там и похоть, там и блуд, там и сквернословие, потому что в голове у меня все равно иногда продолжались какие-то вещи, ну, нечестивые. Хотя я, как уверовал, я больше никогда не матерился. Но вот здесь я понимал, у меня в мыслительных процессах эти слова участвуют. Все мои проблемы я изучал через Писание или в Слове Божьем. И я таким образом фактически я наполнял себя, наполнял свое мышление Словом Божьим. Потом, когда в следующий раз вот эти вот мысли какие-то начинали лезть, я, во-первых, сразу мог фильтровать, что это не от Бога вообще. Во-вторых, я просто сразу начинал говорить, как Иисус говорил: написано. И я цитировал какие-то места Писания. Например: блудников и прелюбодеев судит Бог. Все, я с этим играть не буду. Написано так. Написано, что блудники и прелюбодеи Царство Божие не наследуют. Написано, что я должен оторвать свой глаз, как говорил Иисус, если я смотрю на женщину с вожделением. И это заставляло или побуждало тебя, например, если это вожделение какое-то было, ты просто отворачивался. Так работает Слово Божие. Чем больше ты напитываешь или насыщаешь, наполняешь себя, свое мышление Словом Божьим, тем больше оно отсекает или вытесняет из твоей жизни вот это прошлое. Вот у нас культурное растение стоит. Интересно, что когда оно росло маленькое совсем, там бескультурные побеги тоже пытались подняться из земли. То есть все эти сорняки, да. Мы вырвали эти сорняки, а потом само вот это вот культурное растение, оно забило своей корневой системой весь этот горшок, и там уже нет места для сорняков. Все, они там больше уже не растут. Это растение, которое заполнило собой все. Оно победило собой все. Здесь можно и пример со стаканом с полным брать. Да, любой пример. Когда ты начинаешь светом наполнять себя, там просто нет места для тьмы. Когда все уголочки твоего мышления, они открыты для света, там нет места для тьмы. Где граница? Или как понять, это у тебя здоровое какое-то влечение, а когда это уже начинает становиться похотью? Давай одно место Писания прочитаем. Давай. Апостол Иоанн говорит, многие его считают таким проповедником любви, и почему-то большинство людей думают, что любовь, она... Когда ты душка. Они думают, что любовь — это когда ты гладишь человека всегда да, по голове, ты его целуешь в лобик, и ты говоришь: какой бы ты ни был, Бог тебя любит, Бог тебя таким, какой ты есть, принял. Да, это правда, но у Бога есть определенные ожидания, у Бога есть определенные цели для тебя. У Бога есть определенное желание для тебя, и Он видит тебя в определенной позиции, и Он хочет, чтобы ты туда двигался. И если ты противишься этому, если ты не хочешь двигаться, то Бог будет находить способы, чтобы тебя, как любимого сына, каким-то образом сподвигнуть туда. То есть разные способы у Бога есть. И иногда
Во-первых, люди нам говорят, и мы читаем Слово Божие, они говорят самые неприятные вещи. Например, неприятно услышать человеку, что ему кто-то говорит, а вот в Библии написано, что вот так жить, как ты живешь, это грех. И все, и человек там, что у вас за церковь, любви нет, вот я там До пойду, я пойду свидания. в церковь к Иоанну, у которого всегда только любовь была, и он говорил про любовь. Давайте прочитаем вот то, что говорит Иоанн. Здесь написано так: «Не любите ни этого мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви к Отцу». Он очень категоричен. И он говорит, если ты любишь этот мир, а что? И дальше он говорит, а что предлагает этот мир? Все, что есть в этом мире, это желание плоти, желание глаз и житейская гордость. Но если мы посмотрим в синодальный перевод, другие переводы, вообще греческий оригинал, здесь как раз таки стоит слово похоть. Похоть плоти, похоть глаз и житейская гордость. Он говорит, это не от Отца, а от мира. Мир и мирские желания проходят, но только тот, кто исполняет Божью волю, живет вечно. А ты спрашиваешь, где Границы. граница, да? Вот здесь он говорит, все наши похоти плоти. Неплохо, например, когда твоя плоть, она хочет есть. В этом нет ничего греховного, это нормально. Но плохо, когда, например, твоя плоть, она готова вывернуться наизнанку, и есть что-то такое, например, что она себе позволить не может, но так как другие это едят, так как это есть у других. Именно вот такие вот какие-то особенные стейки едят, а ты позволить себе не можешь. Человек изворачивается, это превращается в какую-то погоню, это превращается в какую-то похоть. И он готов на это или ради этого на все. Помнишь Исава? Почему про него сказано, что он был похотлив, что там же не было никакого секса, там не Да. было ничего Все связанного с вроде бы даже блудом, да. нормально было. Но этот человек, желание своей плоти, самое минимальное желание просто поесть. Он был готов просто все продать. Этот человек готов был идти по головам. И вот знаешь, вот сейчас мы там говорим во времена, когда Инстаграм рулит вообще всем. Люди же готовы вообще продавать честь, достоинство. Они готовы все продать, лишь бы что-то там поиметь. Чтобы у тебя вот здесь Balenciaga было большими буквами написано, и чтобы это оригинал был. Чтобы там у тебя последний iPhone был. Да. Люди готовы пойти на все. Это и есть похоть. Когда за ценой не постоим. Когда нам все равно, какими методами. Когда нам все равно, какими способами мы это добудем. Сегодня мы живем в мире, вот где похоть плоти и похоть глаз и житейская гордость, они рулят всем. И инста это такой вот как раз таки величайший инструмент. Люди там что-то увидели, все. Он Мне готов, надо. готов подражать, ему почему-то надо. Он без этого жил хорошо. Но тут он увидел у какого-то своего кумира, и все, он без этого жить больше не может. Готов все продать, не есть, кого-то обмануть, кого-то ограбить. Это все как раз-таки похоть. Это все вот эти извращенные желания, когда человек не считается ни с чем, лишь бы достичь каких-то своих вот этих вот совершенно земных желаний. Если я правильно понимаю, то есть, когда мы хотим удовлетворять свои собственные прихоти, это переход границы дозволенного, правильно? Но вот я сейчас как раз тоже открыл другие переводы. БТА интересно здесь переведено. Очень классно, доступно. Все, что не есть в этом мире, необузданное желание плоти, необузданное. Вот как раз таки это все, что выходит за божественные рамки, за божественные границы. Богом установлены практически везде границы, во всех сферах нашей жизни, во всех. Что нам говорить, чего нам не стоит говорить, какие вещи нам обсуждать, какие вещи нам не стоит обсуждать. Есть вообще огромная сфера жизни человеческой, или все сферы жизни человеческой, они прописаны практически все в Писании, так или иначе. Если мы будем смотреть, то мы будем видеть либо косвенно, либо прямо, где Бог говорит, что можно, чего нельзя. И вот когда вот эта вот необузданная плотская природа, она чего-то так сильно жаждет, или у нее такое необузданное желание, что она готова закрыть глаза на все божественные ограничения. Вот здесь начинается похоть, вот здесь похоть рождается, вот здесь вот эта вот похоть развивается. Когда человек, у него есть какие-то желания, духовные люди, это не те люди, которые перестали грешить по плоти. Это не те люди, которые там не пьют, не курят. Я огромное количество знаю людей, которые спортом занимаются, но они не пьют, не курят, они даже иногда не матерятся. И даже иногда, очень хорошие семьи у них, да. Даже иногда на верующих похожи. Духовный человек — это не тот, который снаружи вот эти все вещи победил. Духовный человек, который внутри может свои мотивы
И свои вот эти вот желания он может фильтровать на основании Слова Божьего. Он понимает, какая мотивация стоит за этим. Он понимает, что его толкает на то или на другое, или на третье, или на десятое. Вот это и есть настоящая духовность. Когда у тебя внутри живет Слово Божие, оно внутри тобой руководит, и ты основываешься и руководствуешься именно внутри Словом Божьим. А снаружи многие из нас мы можем мотивироваться совершенно другими вещами, не Словом Божьим. Здоровый образ жизни, правильное питание, что Осуждение общества, скажут люди, да. да, вот это суждение общества, оно сдерживает, слава Богу, оно сдерживает каких-то Хоть людей от как-то. каких-то глупостей, хоть как-то. Но настоящий духовный человек — это тот, который помещает ежедневно Слово Божие внутрь себя, и оно начинает быть для него судьей. Евреям, там 12 стих, написано, что Слово Божие, оно живо, что оно как меч, оно проникает в такие недоступные части нашего сердца и начинает их судить, начинает отделять плотское от Божьего, начинает отделять духовное от душевного. То есть это большой процесс Слова Божьего внутри нас. И настоящий духовный человек, который мотивируется, который судится внутри сам Словом Божьим, который не позволяет своему мышлению стать помойкой, который не позволяет вот здесь своему мышлению стать каким-то проходным двором, где вот эти вот какие-то Аллея. идеи, мысли, да, целая аллея, где всякая дичь происходит в голове. Человек начинает судить себя Словом Божьим, и он начинает в какой-то момент говорить: ой-ой-ой, стопы, здесь больше не будет никаких аллей, там на замок все закрыл. Все, что необуздано, все, что выходит за рамки Божьего здравого смысла, все, что выходит за рамки божественной, знаешь, чистоты, скромности, смирения, вот все, что выходит за эти рамки, это чаще всего как раз-таки можно сюда подставлять слово похоть. Насколько верно это утверждение о том, что похоть — это просто наши мысли. Многие люди говорят, что ничего такого прям страшного в похоти нет, потому что это просто такие мыслишки. Да. Всегда вспоминаю это местописание, где Иисус говорит: вот идет князь мира этого, и во мне не имеет ничего. В Иисусе не было вклада от тьмы, от дьявола. Все, что мы сейчас обсуждаем, вот все различные сексуальные похоти, непотребство в еде, там, пьянство, любые зависимости, это все как раз-таки вклад вот этого князя мира, например, мы читали, да, что это из мира приходит, это не от Отца. Бога. То есть, когда я начинаю вот как раз-таки читать все эти вещи, я начинаю понимать, что оказывается, я могу делать вклад Божий внутрь себя. И оказывается, дьявол через разные ситуации, через воспитание, через поступки мои, через много разных есть там дверей, через которые он сделал вклад определенный внутрь меня. И я начинаю тогда с этим вкладом что-то делать. Я не хочу, чтобы Иисус сказал про меня, да, что вот идет князь мира сего, Который и что-то в имеет. Денисе, да, там он имеет, как раз половина его сердца принадлежит ему через зависть, обиды, похоть и т.д. и т.п. Не-не-не-не. Я хочу по-настоящему, чтобы вклад света, чтобы вклад святости, чистоты, он увеличивался, чтобы вот эти все вклады, которые когда-то были сделаны в мою жизнь, они были просто вытеснены светом все больше и больше. В этом стоим, на этом основании мы как раз-таки вот это вот основание, это понимание силы Слова Божьего, оно побуждает каждый день читать, изучать, говорить Слово Божие, исповедовать его, говорить его на какие-то ситуации, на какие-то обстоятельства. И как раз-таки вот когда в мыслях, помнишь, дьявол же тоже пытался ему вклад свой внести, 4 глава Евангелия от Матфея, да, где он там то камни ему в булки преврати, то прыгни оттуда, то посмотри, поклонись. То есть это же все вот таким образом этот вклад и происходит. То есть он заставлял его каким-то образом начать думать. И он говорил ему: нет, написано. Я не собираюсь просто вот эту вот тьму твою принимать в свою голову, потому что написано, что сейчас твои желания, твои идеи, они противятся свету Слова Божьего. Для любого человека, который думает, что похоть это нормально, возьми Слово Божие, возьми Писание, выпиши, ну или найди слово похоть, похотливый, вот все синонимы, которые связаны с этим словом. Потому что в разных переводах по-разному это слово может быть переведено. Вот желание можно посмотреть, там как раз таки есть необузданные желания. Да? То есть посмотри вот эти все места Писания, и ты поймешь, что любая похоть — это вклад дьявола. Это не от Бога, это от мира, это от дьявола, но никак не от Отца Светов. Поэтому, когда я понимаю, что внутри меня есть какая-то мерзость, какая-то тьма, это
дает мне силы с этим что-то делать. А когда я говорю, да ничего страшного, это всего лишь похоть. Это просто мысли. Да, это всего лишь мысли. Пришли, ушли. Ну, там пришли, посидели, немножко мы там поразмышляли, пофилософствовали над ними, пофантазировали, ушли. Рано или поздно человек-то он становится все равно снаружи только тем, кто он внутри. Ага. И если ты внутри похотливый, это будет по тебе видно. У тебя будет это на глазах, у тебя это будет, да-да-да, слюни вот эти похотливые течь будут. Образно там в духовном мире люди это всегда видят, что, Ощущают. да-да, что человек похотливый, он смотрит на все с такой похотью. И ты понимаешь, что вау, это просто тьма, это вклад безбожный в людях. Нам надо с этим что-то делать. Я имею в виду не тебе и мне лично, а вообще церкви Божией Да. надо с этим что-то делать. Так как вот сейчас либерализация общества происходит, многие вещи, которые раньше были дикими, сейчас кажутся вообще, ну, в принципе, это их личное право, это их границы. Ну, кому Пока какое эти дело? границы не Да, нарушают да, мое. да. Кому какое дело, там, сколько раз я развелся, и на ком я там, Женился. да, кто там моя следующая избранница, это вообще никого пусть не волнует. Но Христос все эти вещи, все это было регламентировано, все это было прописано, все это называется прелюбодеянием. Когда человек просто меняет, как, знаешь, как это, как перчатки мужей или жен, и это как с добрым утром уже все становится. Здрасте, я с вами расхожусь, мне уже Я ваша там, новая да, теща. я уже там другого присмотрел или присмотрела. Что происходит вообще? И вот эта вот либерализация, про которую я говорю, она же сначала она в мире развивается, а потом она проникает в церковь. Через людей, которые приходят, через их мышление, через их взгляды. Потом мы смеемся, нам кажется, ну странно, где-то на Западе там благословляют гей-пары, ну так называемые. Даже ЛГБТ. язык это не поворачивается назвать там парами, благословляют гомосексуалистов. Типа это семья теперь. И мы ржали когда-то над этим. Сейчас этот воинствующий гомосексуализм, он приходит в церковь, в русскоязычную, русскоговорящую. Это просто у нас с запозданием какая-то волна. небольшим. Да, но эта волна все равно идет. Эта волна приходит. Сначала нормально разводиться и жениться по 5 раз. Нормально там, например, в интернете всякую нечистоту смотреть. Это же всего лишь мысли, это же всего лишь это мои фантазии личные. То есть нормально, что там, например, приходят какие-то люди, и ты боишься им сказать о том, что их отношения, так называемый гражданский брак, это блуд. Ты думаешь, ну что это их личное право, зачем мне в это Меня лезть? никто не спрашивает. Да, меня никто не спрашивает, что мне в это лезть. То есть мы позволяем потихоньку вот этот вклад делать не только в наше сердце, а в целые церкви, в целые движения, в целые там деноминации. И потом мы думаем, а что так, как так в случилось? смысле? Где мы что потеряли вообще? Ну, что случилось вообще? А потому что потихоньку этот вклад был сделан. На какие-то вещи сквозь пальцы смотрели. О каких-то вещах мы не говорили. О каких-то вещах, ну, неприятно, стыдно говорить. Вообще проповедовать на тему блуда, на тему гомосексуализма, анонизма, вот этого вот всего низма, так себе история. Знаешь, я хотел бы тоже проповедовать постоянно О любви. о вечной любви даже. Я вообще не хочу, вот честно, видит Бог, я не хочу говорить о каких-то вот таких вот неприятных вещах, когда там люди начнут, ты что, не любишь, там, на-на-на. Где твоя Но я любовь? понимаю, это моя ответственность, это ответственность всех служителей на всех уровнях, начиная со служителей домашних групп, заканчивая там апостолами, которые насаждают и ведут целые течения христианские. Это важно, потому что это придет, это будет церковь. То, над чем мы смеемся сегодня над западными нашими братьями, это придет все равно. Это будет вокруг нас. И может быть это произойдет вот уже в следующем поколении. Либерализация это один из главнейших и мощнейших врагов церкви сегодняшнего времени. Часто мы похоть, когда говорят слово похоть, мы ассоциируем это с какой-то нечистотой сексуальной. Но вот, например, в комментариях как раз-таки я читала такое мнение. С похоти начинается все. То есть это не только какая-то сексуальная нечистота, например, похоть на работе делает нас карьеристами, которые там ходят по головам. Похоть уст наших, она делает нас людьми, которые там базарят друг про друга, что попало. На самом деле, с похоти ли все начинается? Ну, вот опять-таки, вот люди, тут подмена понятий происходит. Похоть это всегда нечестивое что-то.
Это всегда Богом штука, которая Богом осуждается. Богом это не приветствуется, это мерзко для него. Это вот эти вот все похотливые, неудержимые, необузданные желания наших глаз и нашего тела. И он однозначно говорит, что это от дьявола. Это не от Бога, это от мира. Но князь мира мы знаем кто. И люди просто путают. Есть желания, которые сам Бог вкладывает. Ага. Например, у тебя есть стремление или желание, или вот это вот сексуальная, да, там, тяга к своему мужу, к своей жене. И это Богом сделано. Например, когда ты в чем-то развиваешься, у тебя есть огромное желание расти в этом. Ты хочешь добиваться каких-то результатов. Ты, ну, не знаю, вот ты там плавать начал. Я пришел 400 метров, еле проплыл, думал, все, сдохну. Ну, вот правда, я просто, во-первых, еле там, Дышал. да, сколько лет, я не знаю, 15 лет, наверное, в бассейне не был. Может, чуть больше, может, чуть меньше. Вот, и у меня появился вот этот задор божественный. Ага. Я уверен, что, ну не знаю, внутри меня это так работает всегда. Я 400 метров проплыл, я преодолел определенную планку, и все, я для себя стал ставить там на 2 бассейна, на 4 бассейна, каждый, ну то есть там на 50, на 100 метров, каждую тренировку я стал прибавлять. Я остановился уже, когда за тренировку 5 километров стал проплывать, потом думаю, что-то не то, а то в какого-то этого... Ну, 10. Да-да-да, не, я просто понял, я же не собираюсь быть триатлонщиком, ну там немного переключился. Так многие люди живут, они начинают во что-то увлеченно погружаться, и они все свои силы отдают туда. И это классно. Одно другое дело, когда там потом сбиваются приоритеты, когда важные вещи, они там становятся на 2-е, на 3-е, на 25-е место. Это, ну, другая, мы не об этом сейчас. Но есть желание вообще самим Богом внутрь нас вложены. Например, апостол Павел, он обошел пешком там всю... Да, не только Азию, он же все-таки в Рим пришел, в Испанию он был. То есть он весь тот цивилизованный мир обошел, ну практически пешком. Что его толкало? Вот эта неудержимая страсть, желание Божие, Богом вложенное. Вот эта вся страсть, которую мы переживаем, это не все плохо. Есть хорошие вещи, которые нас толкают на достижение, на результат. Плохо, конечно, что вот как ты говоришь, по головам готовы идти. То есть, когда мы за ценой не постоим, и любые средства нам да, нормальные, нам хороши. Мы оправдываем любые средства. Нет, так не должно быть у христиан. Все-таки мы руководствуемся любовью, мы руководствуемся добром, мы руководствуемся тем духом, который внутри нас от Бога, который не будет вредить другим ради достижения моих каких-то результатов. Это уже странное что-то. То есть ты готов другим сделать зло, лишь бы достичь каких-то своих личных целей. Это, ну, ничего, кроме эгоизма. В этом нет ничего хорошего. Эти моменты надо разделять. И не все это похоть. Есть хорошие, Богом вложенные, страстные желания, которые нам стоит достигать вместе с Ним. То есть нам нужно мотивы сердца своей судьбы. Однозначно. В этом наша духовность и есть. В этом мы, проверяя себя, свои мотивы, в этом мы и растем. Ничего страшного, если ты понял, что неправильные мотивы, что ты из-за зависти видишь постоянно у кого-то какие-то достижения, тебя это мотивирует. А потом ты остановился, думаешь, Господи, а зачем? Там же написано, не делайте ничего из-за из-за зависти, там написано любопрения. То есть вот эти вот моменты, когда мы делаем из тщеславия, из желания доказать, из-за зависти, ты вдруг начинаешь понимать, о, вот она эта ситуация. И ты начинаешь молиться, чтобы Господь помог тебе мотивы изменить. Чтобы тебе, если что-то и делать, прославить Христа, заработать в том числе и для Христа. Потому что некоторые говорят, ну как можно заработать для Христа? Да когда ты делаешь какие-то пожертвования, когда ты делаешь какие-то, например, вклады во что-то, что развивает Царство Божие. То есть это нормально, когда люди, например, хотят заработать много денег. Но не для того, чтобы выехать, такой, знаешь, выехал на Бентли или на Роллс-Ройсе, поехал туда, там, где там тебя, может, не принимали, недооценивали, такой, ну что, смотрите. Руку вытащил, Да, чтобы руку видно вытащил, там, конечно, окошко тонированное, опустил, чтобы видно было, кто едет за рулем. Вот это вот, ну, это дичь, это детство, это нормально, например, когда люди... Когда люди христианские ребенки, да, христианские дети, это нормально. Но когда это уже вроде взрослый человек во Христе Иисусе, он живет вот этими желаниями, чтобы кто-то заметил, увидел. Смех. Ну, расти нам надо. Можно разделить это слово похоть. Есть хорошие вещи, они называются похотью. Это страстные желания, зачастую Богом вложенные. Или они даже вложены, знаешь, как бывает Богом вложены, это когда ты родился
у тебя определенные таланты, у тебя определенные склонности, и ты Мгм. хочешь вот это развивать. Это с самого детства у многих. С правильными желаниями, с правильными целями это развивать. А все, что от тьмы, вот эта вот вся похоть, которая связана с, с нечистотой сексуальной, вся похоть, которая связана взять чужое или, ну, скажем так, завладеть чьим-то чужим, там, какими-то путями, неважно какими, полумошенническими схемами. Вот это все, это мерзость. Это все то, что делает вклад дьявола в нашей жизни, потом это делает вклад дьявола в церковь, потом церковь бессильная становится, как апостол Павел говорит, в посмешище превращается для всего этого мира. Наша цель — вклад дьявола и Выпитать. наполняться, да, светом Божьим, делать все для того, чтобы этого света становилось больше. Как ты думаешь, какой самый незаметный, но один из самых влиятельных вот бичей или вот похоть, которую мы не замечаем, которая очень сильно влияет там на нашу жизнь, на духовный рост, на какие-то вещи? Ну, как бы мы понимаем, да, что сексуальная похоть это плохо, это еще что-то. Может быть, есть какая-то другая похоть в какой-то другой сфере, которую мы не замечаем, но Слушай, которая... ну, конечно, каждому человеку свойственно что-то свое. Мгм. И не зря кто-то умный сказал, что у каждого человека есть какие-то свои собственные слабости. Вот на эти слабости именно всегда духовный мир, дьяволы давят. У кого-то проблемы со страхами, кто-то обидчивый очень, у кого-то он увидит чье-то преуспевание, он прям захлебывается от зависти. То есть каждому человеку вот эта вот похоть, она находит какую-то свою кнопку, Ага. какое-то, вот знаешь, свое слабое место и вот давит на это. Например, для кого-то сексуальная похоть — это вообще не вопрос. Вообще человек свободен от этого. Зато у него такие там беды, связанные, знаешь, там, с этой же самой завистью, с этим желанием всему миру что-то доказать. Это люди, которые просто, они вот реально готовы идти по головам, лишь бы всем там обидчикам старым что-то доказать. То есть тут у каждого свое. Мгм. И у каждого своя война, что самое-то интересное. Мы читаем, например, о героях веры. Вся же Библия, она пропитана историями различными. Кто-то упал через блуд, кто-то упал через малодушие, кто-то упал через непокорность, Власть. непослушание. Да? То есть у человека вот это вот искушение было властью, и он не смог это одолеть. У кого-то, мы вот видим, например, в сегодняшней церкви, да, у кого-то проблемы, люди становятся нечестивые, все, что связано с деньгами, они нечестные становятся. Вот. То есть люди попадают в разные ловушки, и для каждого какая-то есть вот своя штучка похотливая. Ты историю знаешь про 4 пастора собрались с одного города в горы поехать помолиться? Слышала когда-нибудь эту историю? Нет. Нет? Ну вот они собрались, и они говорят: братья, давайте соберемся, поедем, там шашлык пожарим, ну и по душам поговорим, там сердце друг другу откроем. Ну вот они там шашлык свой поели и разговаривают. Ну и там первый говорит: знаете, вот у меня там такая проблема, я вот как увижу красивую женщину, так прям ну не могу, вот у меня вот эта вот похоть начинается. И такая притча обучающая, Ага. поэтому можно говорить все, что хочешь. Ну вот он там говорит, что там у меня там сейчас романтик отношения там с моей секретаршей затеялись, вот не знаю, что делать, там как-то помолитесь за меня, помогите мне, может быть, совет дадите. Ну вот, помолились за него, там второй начинает. Вот, а я как вижу, что в десятины какие-то там десятины приношения приходят какие-то серьезные суммы денег, там большие купюры, ну вот прям так и прилипают к моим рукам, вот прям так, да, так вне кассы они и проходят. Вот, ну, братья, я прям не знаю, вот у меня вот такая вот есть проблема, помолитесь за него. Ну, помолились за него. Третий говорит: а я вот как выйду за кафедру, прям чувствую себя героем веры, там, проповедую, всех обучаю, как жить надо, и понимаю, что у меня такая гордость сразу рождается, я такой важный становлюсь. Я там всем указываю на их недостатки, начинаю там рассказывать каждому, как жить надо. Я такой потом со стороны себя вижу и понимаю, что я такой гордый человек становлюсь, и мне никто не указ, меня никто не может остановить или кто-то что-то поперек мне сказать. Я самый главный, я самый важный и тому подобное. Помолитесь за меня. А другой очень кроткий такой говорит: братья, а у меня, знаете, одна большая проблема. Я как что-то новое услышу о других людях, у меня прям такое большое желание пойти и всем рассказать. Вот и сейчас жду, не дождусь, когда же мы в город вернемся. Понимаешь? И это правда, это примерно вот, ну, это
примерно Близко. про то, что Да. происходит в церкви. Да. Одни с одним борются, другие с другим. Одни через одно спотыкаются, другие через другое спотыкаются. Для кого-то это смешно, например, что там Исав первородство продал, да, за похлебку. У нас раньше не было чечевицы. Мне всегда было интересно, что такое чечевица. Я помню, как-то первый раз в Турцию попал и увидел этот чечевичный суп. Я его понюхал, думаю, он даже мясом не пахнет. Горохом Горох, пахнет. да. Думаю, вот этот дядька, он продал свое первородство, свою крутизну, которую он от отца бы получил, со всем своим наследством, ради вот этой похлебки. Что не так? Но у каждого есть вот эта своя похлебка. Просто она по-разному проявляется, когда человек готов что-то продать. Как один человек сказал, ну мы все осуждаем Иуду Искариота, и он там за 30 серебряников Христа продал. И он говорит, у каждого Своя есть цена. своя цена. И он просто, он не стал ничего больше говорить, он говорит, подумайте, друзья, что могло бы послужить причиной, чтобы вам отвернуться от Христа, ради чего? И на самом деле огромное же количество людей. Кто-то ради славы, кто-то ради денег, кто-то ради удобства, кто-то ради мнения людей, кто-то из-за страха. Люди готовы что-то оставлять. Божественное. Божественное, да, святое. Друзья, если вы вдруг хотите услышать истории о том, как, с какой похотью, например, боролся у нас Денис, оставляйте в комментариях там плюсики, я не знаю, пишите Денис. То вообще вот эти истории Личные позорные особенно, они вообще так залетают и вообще так Да. нравятся людям. Поэтому ждем ваших лайков, комментариев, может быть, какие-то вопросы вас интересуют. Будем рады на них ответить. И до скорой встречи. Всем пока. Пока.